Любая машина с грузом, выезжающая и въезжающая в Абхазию, попадает в грузовое отделение таможенной службы. Грузоперевозчикам подается грузовая таможенная декларация в отдел оформления, после чего производится досмотр. Оплата таможенных платежей происходит по безналичному расчету через отделение Сбербанка, которое находится за пределами таможенной границы. Грузовых таможенных деклараций, деклараций формы ТД-4 за сутки примерно оформляется около 50. В зависимости от количества наименований. Если это грузовая таможенная декларация, то все таможенное оформление занимает около 2 часов. Может проехать машина, не оформившись у вас? Если эта машина попадает под таможенные операции, конкретно груз, то, естественно, она без нашего ведома отсюда выехать не может. Это невозможно. Если в результате досмотра не было выявлено каких-либо нарушений, то машина с оформленным грузом с грузовой таможенной декларацией въезжает на территорию Абхазии. Такова легальная процедура таможенного оформления на границе. Однако, по словам заместителя руководителя администрации президента Адгура Лушба, есть информация, что не всегда все происходит надлежащим образом. Именно поэтому президентом страны инициировано создание комиссии по проверке таможенного оформления ввозимых и вывозимых товаров на российско-абхазской границе. Мы имеем различную информацию, связанную с тем, что многие участники внешнеэкономической деятельности якобы не оформляли грузы, что якобы присутствовала коррупционная составляющая при этом оформлении и так далее, и так далее. И, соответственно, государство недополучало полагаемые налоговые и таможенные платежи. Для того, чтобы убедиться, что либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, мы как раз и занимаемся изучением данного вопроса. Комиссия начала работу 22 октября. Руководители рабочих групп выезжают на суточное дежурство с тем, чтобы осуществлять контроль за полнотой таможенного оформления. Мы не подменяем работу таможенного органа. Наша задача не допустить прохождения неоформленных надлежащим образом товаров, которые должны быть подвергнуты таможенному оформлению. Адгур Лушба рассказал, что ежесуточно к нему стекается информация об объеме грузов, которые пересекли границу, о количестве оформленных документов таможенных приходных ордеров и таможенных деклараций. Эти данные затем будут использованы для проведения сравнительного анализа товарооборота до начала работы комиссии и после. Процедуру таможенного оформления должны проходить все грузы, подчеркнул Лушба. Призываю всех предпринимателей, так сказать, играть по тем правилам, которые определило государство. Это будет удобно и выгодно им, это будет удобно и выгодно государству. Потому что есть и другого рода информация, что когда товар не оформляется, естественно, он реализуется в теневом режиме на территории Абхазии, и государство несет большие потери от того, что недополучает налоги с этих объемов. Хотелось бы как раз еще раз предупредить наших предпринимателей, выводить из тени неучтенные обороты, работать легально, что им даст пользу и, соответственно, даст пользу нашему государству. Создаст одновременно и равные условия для тех крупных оптовиков, которые работают легально, по всем установленным правилам, и не создавать им нездоровую конкуренцию за счет ценовой политики. Работа комиссии будет продолжаться до 25 декабря. Подводя промежуточные итоги, заместитель руководителя администрации президента Адгур Лушба заметил, что со дня начала проверок не зафиксировано ни одного нарушения правил таможенного оформления. Амра Амичба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.